Взрослые и дети, любители и профессионалы. Среди всех слоев нашего населения можно найти тех, кто заинтересован в этом виде спорта. Сегодняшняя конференция посвящена выбору нового президента Федерации футбола Ингушетии. Должность ответственная. За 5 минут каждый из 4 кандидатов на пост должен обозначить свои цели и задачи по развитию самой популярной в мире игры. В своей речи первый кандидат Джамалдин Орысханов выразил надежду, что сообща удастся решить все проблемы ингушского футбола, финансирование, обеспечение пикировкой и многое другое. Мы не должны жить за счет того бюджета, который нам с СО приходит. Президент Федерации, я считаю, это общественная организация. Здесь президент должен бегать, стучаться, просить, выбивать, будь то РФС, да, у нас в нищете, видишь, да, амястрия, хайдердис, хадардис, Минфин, Минспорта, стучаться надо. Что президент Федерации, у спорта догло шловится, у футбола догло шловится. То, что футбол в Ингушетии необходимо развивать на всех уровнях, начиная от любительского и заканчивая профессиональным, считает уже Хаваш Халухоев, действующий президент Федерации. Основной акцент, отмечает он, нужно сделать на молодежь, а именно привлечь как можно больше ребят в этот спорт. За первый год мы провели 2 чемпионата. Не могли собрать детей. Одногодок сделали, Казбек не даст собрать. 5-й, 6-й, 7-й год, 3 возрастов. 5-й и 8-й год это... Там большой разрыв идет. 5-й год вот такой, 8-й год вот такой. Но больше вариантов не было, подбор детей не было. С речью спикера согласились Адам Тумгоев и Султан Миржоев. Оба тут же на месте сняли свои кандидатуры на пост президента, но выразили желание активно помогать в продвижении футбола среди молодежи. Как отметил Султан Миржоев, особое внимание нужно уделять подбору футбольных тренеров и специалистов. К сожалению, последние несколько лет у нас футбол немножко тормозит. Но есть субъективная причина, есть объективная причина на то. Финансовая составляющая и так далее, и так далее. Самое главное, люди, которые вокруг футбола работают, им надо расти. Их мало очень, к сожалению. Поэтому я считаю, что президент должен в этом вопросе особое внимание уделить. Почетным гостем конференции стал Даниил Заморин, представитель Российского футбольного союза, контролирующий всю процедуру выборов тех, кто входит в их организацию. Честно говоря, вот сейчас смотрел документы и приятно удивлен тем, что как раз действующий председатель, действующий президент пытается перенять опыт Российского футбольного союза. Я вижу и по документам, как они составлены и так далее, и так далее. Я вижу, что работа идет, это самое главное. Да, понятно, что, наверное, есть над чем работать, безусловно, и в целом над развитием футбола, и в целом над порядком документации и так далее, и так далее. Но самое главное, я вижу стремление, вижу уже подготовку к этой конференции достаточно высоком уровне. Так или иначе, основная задача, стоящая перед президентом, популяризация футбола. И с нею, по мнению большинства проголосовавших, справится ныне действующий Хаваш Халухоев. Согласно изменениям, внесенным в устав на этой встрече, теперь срок полномочий президента продлен с 3 до 5 лет. В ближайшее время у Федерации футбола много работы. Построят новый футбольный стадион в Магасе, откроют еще одну школу по футболу. Больше внимания уделят клубу «Ангушт» и попытаются сделать так, чтобы наши ребята играли уже в профессиональной лиге. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.